Иван Лавриненко – единственный ветеран в заводском районе Грозного. Живет в поселке Андреевская долина. В преддверии праздника Дня Победы его посетили сотрудники газовой службы вместе с префектурой муниципалитета. От имени регионального общественного фонда Ахмад Хаджи Кадырова поздравляем вас с наступающим Днем Победы. Желаю вам долгих лет жизни и здоровья. Спасибо большое, что не забываете, помогаете, продукты приносите. Дедушку поздравляйте. Огромное спасибо. С подобной миссией организаторы посетили и других участников Великой Отечественной войны. Многие из них прикованы к постели. Это неудивительно, ведь самому молодому участнику Великой Отечественной 82 года. Много нового для себя узнали и ученики 20-й школы столицы. Для них была организована встреча с тружениками тыла. Здесь они поделились своими воспоминаниями о нелегких трудовых буднях, которые внесли весомый вклад в дело победы. В юном возрасте им было по 12 лет. Вот мне сейчас 15 лет, и вот я даже не могу представить, насколько это тяжело было для них. Они были младше меня, и вот это очень тяжело, конечно же. Но по воле Всевышнего теперь все хорошо. Для ветеранов также был организован праздничный стол. Здесь отметили, что глава республики, продолжая политику первого президента, уделяет огромное внимание героям войны. Такого внимания, как делятся сами ветераны, они никогда не чувствовали. Сегодня мы чествуем наших ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, их осталось очень мало. И мы так думаем, что любая минуточка внимания, которую мы уделяем, будет им приятно. Они спасли нашу отчизну, они спасли нашу родину. И благодаря им мы сегодня свободны и свободно развиваемся в своей собственной стране. Сегодняшняя встреча стала настоящим праздником для участников самой кровопролитной войны в истории человечества. Но впереди еще 9 мая. Ветераны отправятся на центральную площадь Грозного, чтобы понаблюдать за военным парадом. А те, кому не позволяет здоровье, будут смотреть его по телевизору. Ахмед Джабраилов, Муса Астамиров и Джамал Хаджалиев. Новости.